Есть ли у вас любимая национальная сказка? Наверное, многие ответят Урал-Батыр или же Акбузат. Предлагаю расширить свой кругозор и вместе окунуться в башкирскую литературу. Гора новостей находится на презентации сказок на родном языке. Представляют 11 книг, выпущенных издательством «Китап» имени Зайнеп Билишевой. Приглашены все желающие. Детям и взрослым наглядно показывают и рассказывают, как создается каждая иллюстрация к тому или иному произведению и откуда берутся идеи. Какие башкирские сказки ты знаешь? Например, Кушбабай хэм Айхалу. Кушбабай переводится Дед Мороз, Айхалу Снегурочка. Тагын Юмру Экмек переводится Колобок. Мне нравится сказка Акбузат. В ней есть такой маленький конь Акбузат. Он беленький, с крылышками, красивенький, летает по облакам. Актуальны ли башкирские сказки сейчас? Да, конечно, ведь они очень интересные, познавательные и учат жизни. Также гостям показывают новинки мультимедийные издания по мотивам сказок «Хитрая лиса», «Три друга», «Сивый конь» в формате 3D и 4D, где с помощью приложения можно оживить картинку. Какие книги презентуют? В этом магазине презентуют книги про космос и про машинки, про буквы. Почему важно издавать книги на башкирском языке? Чтобы не забыть язык, наш родной язык, мы же живем в Башкортостане. Это самый главный язык. Хочу заметить, что многие книги пишутся на 3 языках, что очень полезно, никто не обделен. Царит дружественная атмосфера, авторы свободно общаются, отвечают на вопросы и раздают автографы. Каждому гостю вручают подарок, книги, выпущенные издательством. Рассчитано на все для каждого возраста. Ребятам веселые рассказы и сказки, а взрослым башкирская поэзия. Кроме книг, ребят также порадовали сладкими гостинцами. Такие презентации сближают детей с башкирской литературой, а взрослым помогают вспомнить детство. Они наполнены национальным колоритом, что также сближает с языком. Побывать на таком мероприятии должен каждый. Лейла Хамидуллина, Михаил Жерлицын, специально для Горы новостей.